урбанистика. Хотелось бы обозначить, что он из себя представляет. Когда мой учитель ездил за границу читать лекции про градостроительство, его спрашивали, а что это такое вообще градостроительство? То есть они даже не понимали в принципе, что это означает. То есть они используют слово урбанистика, это означает именно участие общества, именно участие множества разных профессий в строительстве. То есть не когда некий архитектор Бог садится за стол и решает, как должно быть, а когда проводятся специальные исследования, когда в группе есть маркетологи, социологи, и когда исследования становятся мощной базой для проектирования. Для нас, для нашей действительности, для нашей методики, для тех практик, которые здесь применяются в проектировании городов, это до сих пор модель новая. Ее применял только один человек, я чуть позже к нему перейду, и сейчас немножко расскажу о наших проектах, собственно, как все началось. Группа наша тоже сформировалась немножко нестандартно. Все началось просто с вечеринок, которые мы проводили. Нам было жалко наше потраченное время, которое уходило в никуда. И мы решили это время использовать для того, чтобы делать конкурс. То есть просто немножко поменять тему наших вечеров. И сам подход остался такой, какой был, дружественный. То есть мы точно так же собирались с друзьями, но при этом мы начинали обсуждать профессиональные темы. И удивительно, что этот подход оказался намного более эффективным тех методик, которые применяются в строгих офисах, когда приходят люди, есть некая иерархия, это главный архитектор, люди ему подчиняются, садятся за эти, значит, белые столы, поворачиваются спиной к центру и пытаются что-то придумать. Это абсолютно не творческий результат, и он ни к чему хорошему не приводит. И неудивительно, что среда, которая у нас получается, она вот именно такая. Вот. И метод, который мы применяли, это мы использовали опрос, я чуть позже к этому подойду. Первый проект, с которого, собственно, все началось, к нам пришел главный архитектор города Люберец и сказал: ребята, значит, давайте спроектируем пешеходную улицу внутри микрорайона. И там, на самом деле, небольшой коллапс случился, потому что они построили в 2 раза больше этажей, чем нужно. Здание было запроектировано на 15, они построили 25. Люди дико недовольны. И он решил, что, значит, сделав пешеходную улицу, они как-то, значит, умаслят этих жителей. При этом у него очень странное было отношение, то есть он говорит, люди, они, в принципе, как бы, тупые. Вот, как бы. И, то есть, естественно, мы, значит, архитекторы, это не люди, то есть, полубоги, а люди это вот как бы, нужно, собственно, нарисовать. И мы начали фантазировать, на самом деле придумали интересную достаточно концепцию, то есть задумались так, как жителям будет удобно, сделали центральный променад, он был с боков как бы зажат такими местами отдыха, где должны были сидеть пожилые люди и наблюдать за тем, что происходит в центре, следить как раз за молодежью, но при этом не мешать. Мы вынесли тинейджеров, тех, кто шумных, подальше от детских площадок, нашли место на территории микрорайона, но все равно все это было как-то немножко неживо. То есть, и в этот момент нам досталась такая книжка профессора Глазычева «Теория и практика городов», где как раз описывалось его методы по дням, как он вел свою работу. И он начинал именно с исследований и начинал с работы с жителями. И мы взяли прям этот метод, составили анкету, в которой мы описали нашу концепцию, просили людей также указать свои пожелания, указать места, которые нужно поменять. И поехали на территорию, на велопробег. И так получилось, что жители как бы нашу концепцию они оценили, но самое главное, что они нам дали столько полезной информации для проектирования, что мы не в состоянии были такой сгенерить наши маленькие группы. То есть они указали нам конкретные места, они детально указали проблемы, которые нужно поменять. Первый опыт, он был, конечно, да, самый ощутимый такой. То есть это вот наш проект, вот мы сделали такую анкету. И вот результат, который получился по этой анкете, мы узнали, то есть, что они хотят в основном парк, они просят решить проблемы с парковками, при этом мы с ними подробно расспрашивали, готовы ли вы там убрать парковки со двора, потому что у
них такая ситуация, что они поджигали вплоть машины своих соседей. То есть там очень такая конфликтная ситуация. Здесь такого, к счастью, нет. Там это был просто коллапс. Нету парка, где гулять, потому что вся территория двора заставлена этими машинами. Людям не дают инициативу проверять. Они сами начали сажать зелень. Приехал застройщик, все это убрал. Тоже достаточно странно. И мы все это собирали в текст, собирали для нашего главного архитектора, и основные их требования, то есть вот парковку организованную, парк мы решили на этой парковке им предложить. Они просили поменять покрытие на детских площадках, мы разработали такой рисунок, но основная задача, что он должен был быть мягким, чтобы дети не били колени, потому что на детских площадках было твердое покрытие, и маленькие дети, они постоянно падают на колени, они там все время бились. И пытались хоть как-то защитить зелень, делать на парковках такую текстуру, вот плитка есть, которая пропускает через себя траву. Вы знаете такую штуку? Она на самом деле плохо работает, но хотя бы какой-то процент зелени остается для больших городов. И продвигали работу с ТП. Такой был проект у нас интересный, графитчикам давали баллоны рисовать, если они согласовывают граффити. И мы как раз на эту территорию теплового пункта вынесли тинейджеров шумных, которые все это время тусовались на детских площадках, крушили эти качели с горками. Предлагали это сделать около ТП, там организовать как раз территорию, все это с граффити, чтобы это было привлекательно. И там же пропаганда сбора мусора у нас планировалась, сделать раздельную историю, как это граффити выделить. Это не совсем социальный проект, здесь мы все-таки думали сами, разработали конструктор, некий градостроительный, который применяли на улице. С точки зрения какого-то социального градостроительства это неинтересно, но это наш тоже небольшой опыт организации пешеходной улицы, то есть старались как можно было сделать ее современно и интересно. Вот этот проект был тоже забавный. Нам предложили спроектировать территорию, рядом с которой находился мусоросжигательный завод, при этом жители об этом не знали. Находилась свалка, которая нигде не числилась по документам. Все это еще находилось на территории бывших орошительных полей. Но это полный бардак. В Москве очень мало территории, поэтому вот это все так вот подается там. И мы пытались, как только возможно, донести до людей, донести до архитектора в том, что нужно эту территорию уделить внимание. То есть мы сделали экологическое обоснование, показывали карты, что это самая территория на картах уже признанная, то есть самая неблагоприятная. Мы проектировали город такую планировку домов, чтобы она проветривалась, чтобы близлежащий этот мусоросжигательный завод проходил, потому что нам его обещали снести к тому моменту, как здание будет построено, но мы должны, как проектировщики, понимать, что то, что они обещают, это все уже абсурд. То есть завод останется, все останется, и нужно... Единственный, кто борется за это архитектор. И вот это было для общественных слушаний. Хотелось тоже показать нашу работу с Институтом генплана, который спроектировал вот так вот тесно дома, и спроектировал высотные дома так, что жители видят буквально из окна стену соседнего дома. И мы разрабатывали такую позжу у зданий, которая разворачивали окна так, что каждая квартира имела панораму, так чтобы каждый мог иметь далекий вид. Но это на самом деле очень важно психологически, и это повышает также все-таки сумму квартиры, потому что когда покупатель заходит и видит стену, наверняка у него желание купить квартиру падает. И вот мы боролись вот за такие вот какие-то обновления проекта. То есть это все дизайн, это все мы проходили как ландшафт и как благоустройство. Архитекторы серьезные люди, они как раз считают по СНИПам, сколько там должно быть домов, они как-то выпускают то, что там есть помойки, они как-то выпускают общественные слушания. Кстати, это был первый проект, где я присутствовал на общественных слушаниях, которые потом еще посещал. И очень часто вопросы одни и те же. То есть люди не организованы, они выходят и говорят, что нам нужно сохранить наши гаражи,
еще какие-то абсолютно совершенно нелепые вещи. И выходит несколько каких-то действительно умных, активных людей, но они не поддерживаются обществом, не имеют ни подписи, ничего, и в итоге все это куда-то проходит, и подписывается любой абсолютно бредовый проект. Это только на последних слушаниях в Королеве мы стали уже настаивать на том, чтобы люди объединялись. И люди уже тоже стали сейчас немножко по-другому себя вести. Они поняли, что нужно объединяться в сообщество и вместе выдвигать свои требования. Таким образом, они только в этом году в Москве они слушания смогли влиять и разворачивать как-то негуманные, неправильные проекты, что ли. Вот еще один тоже проект экологически интересный. Мы строили технопарк на территории склада, где большую часть территории занимала ЛЭД. И заказчик тоже как-то особо не интересовался, что у нас там электромагнитное излучение, то, что там люди будут работать. И мы выяснили то, что защита от ЛЭД, есть у нас сетка металлическая и можно использовать грунт. Мы продвигали такой ландшафт, дизайн, так, чтобы все поверхности зданий были обращены к этому ЛЭДу грунтом. И такую концепцию техноканьона доводили до заказчика. Что-то получилось продвинуть, но реализации на самом деле не было никакой, потому что что-то там сейчас стало с кризисом. Вот проект интересный, это проект пешеходной улицы Балашиха. Здесь его, в принципе, организовало сообщество через интернет. То есть объединились люди, нашли какого-то спонсора и решили разыграть конкурс центральной площади в городе, на которой в 90-х был построен торговый центр. Вот он, собственно, всю ее занял. То есть вот это вот наверху здание, это здание администрации, здесь была большая площадь. Теперь все это такой как бы крытый рынок, довольно-таки грязноватый. И мы думали о том, как его простыми средствами, при этом задача была максимально простыми средствами это все сделать, чтобы они могли это реализовать. И мы думали сделать вот такой вот, там вот арки крытые, они уже существуют. И прикрыть эти арки вот таким вот элементом, облачком, то есть какой-то как фирменный знак придумать района. И работать просто со светом и с простыми материалами. Обсуждали этот проект на стадии даже проектирования в группе с жителями, то есть они нас корректировали, правили. Им, в принципе, это очень понравилось. Несмотря на то, мы все равно получили второе место. Первое место получил какой-то неизвестный персонаж. Я не знаю, сделано или нет, но мы сейчас получили плюс, что мы работаем с этими ребятами, сообществом дальше. И, в принципе, я надеюсь, у нас будет дальше очень много интересных проектов. Вот проект въезда в город Королев. Это город космонавтики, такой у нас российский. И вот прямо на въезде мы хотели сделать пешеходный переход в виде стыковочного модуля. И как-то разыграть фасад. Там такой огромный, сейчас просто длинная колбаса, сарай, который себе ничего не представляет. То есть просто супер графикой сделать фасад космос и модуль. Пришли к главе, глава сказал, да, как бы мне нравится, но мы не сориентировались в этот момент, не подключились. Нам нужно было тогда сразу хватать его и делать то, что он утвердил. Мы начали дальше какие-то варианты предлагать. Но получили другой плюс, вышли на хозяина этой территории, и теперь он является нашим заказчиком, уже 1,5 года поддерживает нас маленькими какими-то заказами, и мы все вот пытаемся продвинуть развитие этой территории промышленной, как технопарка. Пытаемся обратить внимание, что там сейчас появились новые дома, что нужно как-то двигать жителей, но вот у нас с ним какая-то вот борьба идет. Все. Провинциальный город, и все там очень медленно. Но бонусы как бы нашей работы были. И вот мы разрабатывали разные варианты тоже этих въездных историй для администрации города. То есть началась работа с администрацией, потом мы уже стали знакомиться с местными предпринимателями. Но этот проект не представляет особой ценности, я его поставил просто показать, что я сделал сам быстро для администрации, чтобы они не трогали студентов,
И нам выделили как бы проект студенческий, а со студентами мы решили делать космос, то есть не связывать их жесткими рамками каких-то бюджетов и требований, и границами собственного участка. Вот у нас была территория вокзала, и для студентов всю ее дали, и дали им волю, то есть как они хотят. И вот они сделали свои работы. Мы с этими работами пошли на выставку, выставились на нескольких конкурсах, напечатали этот планшет, выставили в администрацию. Архитектор долго не хотел этот проект показывать, потому что это космос какой-то, этого все нельзя, это глава не одобрит. Но в какой-то момент им пришлось все-таки наш проект выставить, потому что им нечего было выставлять. И наш проект теперь там у них висит, и он, собственно, у них уже пошел в обсуждение, и каша там заварилась. Несмотря на то, что студенты оттянулись на нем по полной и вообще никакого бюджета не соблюдали. Давайте я последний, и в принципе, наверное, самый главный проект, который хотел бы показать, это проект в Мурманске, который мы делали. Это был фестиваль урбанистики, Urban Fest такой проходил там. И мы поехали туда вот именно с этой общественной программой, чтобы попрактиковать социальное проектирование. И вот мы начали с того, что мы исследовали дома, которые там были. И мы нашли как бы 4 типа. То есть первые 2 типа — это исторические дома, они естественные. Они, в принципе, хорошо вписывались в ландшафт Мурманска, они были сделаны для него и были сделаны местными архитекторами с учетом. Остальные 2 типа, которые, собственно, встречаются часто у нас, вот эти вот хрущевские и следующих времен еще выше, они проектировались генпланом, и такое ощущение, что они проектировались людьми, которые даже не ездили в Мурманск. То есть эти дома, они придуманы для плоскости, они придуманы для плоских территорий. Они абсолютно вообще не подходят для горной местности Мурманска. А Мурманск — это все холмистые территории. И они тратили очень большие бюджеты города на то, чтобы делать подсыпи, подсыпать или наоборот срезать эти холмы, укреплять. И при этом эти холмы продолжают все время осыпаться, даже сейчас, и они продолжают тратить на это деньги. То есть это была абсолютно нерациональная трата средств использования вот такого строительства. Но при этом все шло по плану, все шло без внимания к месту, то есть все шло не так, как надо. Не так, как мы на самом деле сейчас здесь должны начать практиковать. Все наоборот. Кто-то там придумал проект, по снипам должно быть столько, дома должны стоять так-то, на таком расстоянии, шлепнули их на территорию и даже не посмотрели, что из себя представляет сама ситуация. В Мурманске есть очень интересные активисты, они сделали такую карту, на которой жители интерактивно могут вносить свои пожелания, свои какие-то недовольства. И помимо того, что они указывали, что там что-то не так, они также писали, что можно сделать. То есть там были прям очень интересные предложения урбанистические, то есть прям такие как бы бизнес-планы. И люди другие, которые заходили на этот сайт, они могли поставить лайк на этой точечке, и точечка увеличивалась. И таким образом уже была некая структура из запросов, и можно было понять, какие запросы актуальны, какие не актуальны, какие поддерживаются обществом, какие нет. То есть это даже эффективнее, чем проводить опросы. Потому что мы проводили опросы в Люберцах, мы даже проводили опросы здесь. Но когда есть подобный инструмент, мы уже имеем структуру проектировщика, с которой можно и очень удобно работать. И город Мурманск очень похож на Сыктывкар тем, что он стоит на реке, на воде, и отрезан от нее. То есть этот город вырос на проме, и весь пром полностью перекрывает мурманчанам спуск вниз. У них есть буквально 2-3 места, где можно спуститься, при этом они абсолютно не благоустроены. На одном из них стоит ледокол «Ленин», бывший атомный. Там еще можно назвать благоустройством, хотя ни скамеек, ничего подобного я не видел. А все остальные территории — это просто какие-то пристани или еще что-то. При этом люди все равно туда ездят, все равно там гуляют, им нужно там находиться, но никто о благоустройстве реки даже не задумывается. И, конечно, какой будет вопрос, а на какой бюджет, собственно, организовывать, и на какой бюджет этот пром, который там уже, в принципе, устарел, и он там не работает, оттуда уносить? И на какой бюджет организовывать эти склоны? И вот у нас было предложение сделать 2 типа жилья, которые как раз находятся на этой территории. То есть жилье, которое находится на склоне, и жилье, которое находится на понтонах на
как раз на территории этого самого порта. И за счет бюджета, полученного как раз с этого жилья, мы можем благоустраивать набережную, за счет бюджета строительства на склонах можем благоустраивать склоны. То есть добавлять лестницы, добавлять какие-то пандусы, которых там не хватает, укреплять, чтобы они не сваливались, сажать деревья, которые будут также держать склоны. Кстати, очень странно проводят укрепление набережной здесь, в Сыктывкаре. То есть они убрали деревья. А деревья – это основной элемент, который держит берег. То есть в первую очередь нужно сажать деревья, а не там песок. Ну, может быть, я, конечно, ситуации немножко не знаю. Вот. В Мурманске есть еще два центра активных огненных посетителей. Один мистер Пинк, в котором как раз был наш Румпес, проходила мастерская, а другой находится в заброшенной школе, Рокси-центр, по-моему, так он называется. Там тоже молодые ребята организовали все, то есть они взяли грант, сделали такой самопальный ремонт, и там у них туристическая база, дэнс-школа, театральный какой-то кружок, еще какие-то вещи они проводят. И вот у них грандиозные планы о том, как будет изменяться эта территория. И мы выслушали их и сделали ответ. То есть мы в этом городе выделили какие-то центры. Все эти центры старались связать с промом, потому что весь пром заброшенный, его можно на самом деле использовать как общественное. Потом нашли людей, которые уже это используют, и сделали для них предложения, и добавили свои какие-то центры. То есть центр туризма там же на набережной и центр, собственно, центр проектирования города. На что мы пытались все время обратить внимание мурманских активистов, что должен появиться центр, где люди будут собираться и составлять свой проект развития города и сами влиять, то есть качественный проект. Не те требования, которые ставит администрация к проектировщику, должны быть, а те требования, которые ставят жители. Только жители могут поставить запрос качества, только жители могут поставить запрос эстетики. Опять же, это подтвердил наш опрос, то есть мы опрашивали жителей, почти каждый человек говорил, что не хватает, они выражались по-своему, но смысл того, что не хватает здесь эстетики, не хватает здесь как раз места, где можно гулять и где можно водить людей и гостей. И это тоже часть была нашей работы в Мурманске. Один из активистов хотел сделать остановку, и мы выяснили, что в этот момент бюджет Мурманска выделяет деньги на реконструкцию остановок. И мы пытались как-то в этот момент ей помочь сюда вклиниться. То есть мы сделали тоже небольшую анкету, пробежались по жителям, спрашивали, интересно ли им в этом участвовать, спрашивали, как нам сделать эту остановку. И как бы, взяв это, вот слепили такую историю, остановку, которая с дверьми от агрессивного климата. Потому что мы там были в хорошую погоду, нам говорили, что там на самом деле сильный ветер, и не помешало бы, чтобы на остановке можно было как-то спрятаться от непогоды. Поэтому наша остановка имела 4 стенки, где можно было ждать автобуса. Основная была история. И такой момент, мы пытались пойти в администрацию, но администрация уехала на шашлыки, и мы пошли с местными активистами в местный центр Футурама, который выдает гранты. И рассказывали им как раз о вот этой концепции общественного центра и спрашивали, собственно, у них выделение денег на этот общественный центр. И ребята из Футурама, они как бы сами деньги не дают, но они говорят, что мы готовы вам помочь этот грант получить, если вы там будете дальше делать проект. И мы, значит, довольны, значит, на эту новость решили, что ну да, вот сейчас вот ребята активные в Мурманске сами продолжат, мы им как-то там поддержим из Москвы, уехали, но все вот оно как-то так зависло. Сейчас вот, правда, мы работаем с ребятами из Мурманска, но мы делаем по никелю предложение. Ну и, собственно, благодаря им мы приехали сюда. Я хотел еще немножечко почитать вам отрывки из книжки, но я не буду ее там делать, потому что мне придется поворачивать голову, и, наверное, плохо слышно, мне хотелось вас увидеть. Это как раз те книги, которые, собственно, открыли мне историю этого общественного проектирования. Первая книга – это
«Городская среда. Технология развития». Написал ее профессор Глазычев. В 1995 году он начал у нас в России как раз практиковать метод общественного проектирования. То есть он начинал именно с того, что он приезжал на территорию, собирал группу людей и вместе с ними искал концепцию. При этом идея не то чтобы прямо его, он ее сам подчеркнул, но у него есть очень интересные моменты здесь, которые в принципе также подходят как раз к вопросу здесь в городе. То есть вот он выделяет, допустим, Петру Великому, учившемуся у голландцев и у англичан, связь образованности и силы государства совершенно ясна. Уже в нашем столетии было отмечено, что многие тонкие промышленные технологии получаются в университетском городке и категорически не получаются в поселке городского типа. А город Сыктывкар это получается, в принципе, город-студент. То есть это вот эта тема, что здесь много институтов, универов, и как мне сказали, да, что сюда приезжают учиться в основном, это как раз и есть тот самый потенциал, на который вот он обращает внимание в этом кусочке. Уже к началу 80-х годов процесс количественного расширения сети культурно-просветительских учреждений и старых и новых городах страны себя исчерпал. Дело было не только в нехватке средств, хотя и непосредственно всегда не хватает, а со всей определенностью обозначились органические недостатки самого процесса и прежде всего явная слабость соответствия между числом мощности учреждений культуры и действительной потребностью горожан. Сейчас я немножко объясню, что он хотел сказать. Он говорил о том, что у нас очень много было библиотек, кинотеатров и прочих каких-то культурных заведений, в которые вкладывались деньги, которые вроде были сделаны для людей и парков, но которые не были никак востребованы. То есть хороший пример, не знаю, знаете вы нет, это парк Горького в Москве. То есть до реконструкции это был просто балаган, где остались советские карусели, были какие-то шашлычные бары, абсолютно какие-то нелепые пространства, вроде как бы сделанные для людей, но и ненужные, расписанные какими-то ватными словами и не востребованные абсолютно. И пришла группа молодых людей, маркетологов, которые сказали, мы вам сделаем исследование и скажем, что здесь нужно делать, и парк будет работать. И они собрали группу социологов, маркетологов и выяснили, какой должен быть стиль. Сказали, что вот этих вот элементов благоустройства здесь не нужно, вот эти увеселительные карусели нужно отсюда убрать, нужно использовать современный стиль, показали какой материал, дали элементы, которые должен разрабатывать дизайнер, и все это выдали проектировщикам, ребятам все сказали, делайте вот так. И итогом получилось, что после этой работы парк стал очень популярный, это все сразу окупилось, и все затраты, и дальше стал расти и уже привлекать дизайнеров, мог позволять себе чуть ли не каждый год делать какую-то новую серьезную улучшение вообще. То есть кусочек в этой книжке важен, что для того, чтобы делать правильный дизайн, нужно делать правильные исследования. То, что и есть на самом деле урбанистика, то, чего не хватает нашим проектировщикам. То есть сформировать вот эту самую базу, на которой все это будет строиться, на которой будет строиться проект. Ну, дальше он пишет, сколько таких учреждений нужно. Вместо ответа нам полагалось посмотреть в соответствующий справочник нормативов, природа которых оставалась загадочной. То есть количество кинотеатров, количество библиотек на город или школ проектировалось неким справочником относительно его размера. То есть так строились города. Никто даже и не пытался изучить на самом деле, что там находится, нужно ли здесь такое количество институтов или не нужно. Есть ли такая потребность у этого города? Мне кажется, наверное, все-таки есть, раз это столица. И это как раз может стать основой, которую можно проявить. Тайны здесь нет, любой знает, что весь ключ в том особом соединении людей и дела, без которого культура остается мертвым телом, мертвым словом. По-видимому, создать условия, при которых для нужных людей и нужного им дела возникла бы атмосфера наибольшего благоприятствования и означает повысить культурный потенциал города.
И он часто здесь будет дальше говорить про культуру и говорить о значимости развития культурного потенциала города и о том, что это неразрывно связано с развитием экономики города, что это должна быть основа проектировщика, сценарий проектировщика, который должен для себя делать дизайнер, ландшафтный дизайнер и дизайнер по благоустройству. Это означает, что мы относимся к городу и его культуре не как к чему-то данному, готовому и потому как бы не зависящему от нас, а как к действительности, на которую мы можем влиять тем сильнее, чем в большей степени мы действуем сообразно природе этой действительности. Значит, с одной стороны, можно заметно изменить характер культурной активности горожан, скажем, реально побудив их интерес к культурному наследию, доставшемуся от предков. Я смотрел диск 100 старых фотографий города Сыктывкар и очень проникся на самом деле этими фотографиями. Очень жалко этих храмов, непонятно почему в таком состоянии парк основной, на который находится этот город, и ориентирован в принципе на воду. И в этом диске были тексты. В основном текстах говорится, что улица Коммунистическая или Троицкая, как это называлось, она была основой города. Она и при Екатерине была заложена как костяк, вокруг которого должен был строиться город. И вот этот самый кусочек, который мы сейчас планируем проектировать, он является вот этой частью основы города. И по сути нам на нашем проекте нужно смотреть на вопрос глобально. То есть эта пешеходная улица – это просто маленький шаг именно в развитии вот, как бы общего потенциала благоустройства города. А смысл того, что мы должны выявить и реанимировать его хребет, его основу. И эта основа и является вот эта вот ось, это улица, на которой находится вот этот маленький кусочек, который, в принципе, для современных вопросов, для современных тенденций действительно должен стать пешеходом. Давайте я сейчас к Лазареву нашего побегу и немножечко поговорим по поводу того, почему он должен стать пешеходным. Тоже книга современника, который меня очень интересовал, Джефф Спек. Если вы занимаетесь хоть как-то организацией урбанистики, обязательно ее нужно прочитать, потому что он в этой книге приводит именно экономические обоснования, приводит схемы, где он объясняет, почему городу выгодно быть пешеходным, почему городу выгодно быть велосипедным, и почему невыгодны машины, и какие методы для того, чтобы это устранять. И приводит также интересные примеры этого всего. Решимость быть пешеходом обеспечивает немалую экономическую экономию семейного бюджета, а следовательно, большая часть полученных сбережений будет потрачена по месту жительства. И вот, например, продолжение. Гораздо важнее, что эти сбережения, на что бы то они ни использовались, скорее останутся в городе, а не будут истрачены на автомобиль. Почти 85% денежных средств, затрачиваемых на автомобиль и бензин, уходит из городской экономики. Большая часть, разумеется, оседает в карманах ближневосточных шейхов. Ну, это он про Америку писал, но я думаю, что у нас ситуация похожа. То есть здесь он объясняет, что люди, которые ездят на машинах, по сути, тратят деньги вовне города. А люди, которые переходят на общественный транспорт, на пешеходный и на велосипед, таким образом способствуют развитию экономики города. То есть деньги остаются у них, и они будут тратить здесь на что-то другое. То есть там есть еще другие объяснения интересные, мы просто на них особо задерживаться не будем. Хотелось выделить вот этот момент именно с машинами, то есть момент того, что вроде мы задавались вопросом, а правильно ли то, что эта улица станет пешеходной, а не приведет ли это к какому-то градостроительному коллапсу, как боятся водители или генеральные проектировщики в администрации, что это вызовет проблемы. В литературе, да и в принципе в какой-то практике у нас, но в наших городах такого активного нет движения, как в Европе и как в Америке. Оказывается, наоборот, это приводит именно к комфорту, к развитию среды города и, собственно, к решению, удивительно, что это приводит к решению проблем с пробками. То есть пробок становится меньше, у них становится меньше дорог,
и становится меньше пробок. Непонятно, каким образом. У нас почему-то думают, что решить пробки, это значит сделать дороги шире. Вроде логично. Если честно, я сам тоже так когда только первый раз об этом вопросе подумал, вроде правильно, да? Машин много, давайте сделаем дороги больше. Оказывается, это не работает. Как только дороги становятся больше, тут же становится больше машин. Если сделать еще больше, их еще станет больше. И этот вопрос необратим. И в какой-то момент за границей, они намного дальше нас ушли с дорогами, они поняли, что это до бесконечности будет развиваться, что невозможно дальше расширять дороги, надо делать обратное движение. Спрос со стороны автомобилистов имеет обыкновение быстро переваривать новые предложения. Нынешние инженеры знают, что строительство новых дорог, как правило, приводит к ухудшению условий движения. Ну, он это тоже пытается разжевать. В Европе достигли большего прогресса. В Великобритании, где планировщикам больше не разрешается оправдывать строительство новых дорог борьбой с пробками, объем дорожного строительства снизился так радикально, что крупная организация, протестовавшая против строительства автострад, сама распустилась на том основании, что она больше не нужна. То есть они проделали много работы и проделали много общественной работы. Я немножко забежал вперед, эта книга написана в 2000 году. Но первые примеры, которые происходили, которые описывает Дженнис Джоплин, я потом покажу отрывки из книги. Там первый проект, именно когда они делали пешеходную территорию из территории, по которой движутся автомобили, это делалось именно силами общественности. То есть против была администрация, против были все, но общественность каким-то образом собиралась, они собирались вместе, делали проект, выдвигали требования и получали на это разрешение. И только потом это стало уже приходить в голову профессионалам, проектировщикам, и только потом этим уже стали пользоваться некоторые мэры. Вот, например, вот что произошло, например, в городе Гамбург с населением в 10 тысяч жителей. Министерство транспорта Нью-Йорка предложило мэру Джону Томасу согласиться с решением главной улицы, в результате чего должна была исчезнуть параллельно расположенная автостоянка, увеличилась бы скорость движения на проезжей части, и в целом был бы рассчитан центр города. Опираясь на помощь адвоката Дэна Бердена, известного всей стране защитника интересов пешехода, мэр выступил против улучшений и потребовал разработать новый план с учетом общественного мнения общественности. В настоящее время главная улица Гамбурга представляет собой изящное двухполосное шоссе с велосипедными дорожками и автостоянкой. Проект был удостоен премии, а Министерство транспорта стало с гордостью демонстрировать его на всех форумах, посвященных проблемам транспорта. И несмотря на то, что они были против. Я эти примеры чуть позже покажу образы сами. И, наверное, один из самых интересных будет примеров, это пример в Суе, в Южной Корее. Давайте прочитаю текст, потом своими словами расскажу. Где самый знаменитый случай произошел в Суиле, где в средние 2000-х годов была отпущена на землю эстакада скоростной магистрали Чхонгын-Холл, задохнувшись от пробок, и на свет Божий вновь явился ручей, скрывавшийся от жителей города более 50 лет. История ручья Чхонгечхолл столь поучительна, что это заслуживает отдельного рассмотрения. Все началось с инициативы снизу, без какой-либо политической поддержки. Да и кто, в конце концов, стал бы вступать за ликвидацию дороги, по которой ежедневно несется около 160 тысяч автомобилей. Поскольку никто из властей не думал поддерживать эту идею, ее поборники стали предлагать различным кандидатам в мэры сделать ее платформой своей предвыборной кампании. Один из кандидатов ухватился за предложение. По иронии судьбы, им оказался бывший президент фирмы, построивший эту автостраду. И он победил на выборах. Ли Мён Бак приступил к проекту ликвидации трассы уже в день своего выступления в должность мэра. Через несколько лет, экосистема ручья восстановилась почти полностью. Температура теплового острова над ним снизилась более чем на 5%. В Суэе резко уменьшились транспортные пробки, в том числе благодаря одновременным одновременным инвестициями в общественный транспорт. В обмен
В момент написания этой книги стоимость недвижимости вокруг бывшей автомагистрали выросла в 300%, на 300%. А Ли Мён Бак был избран президентом Южной Кореи. То есть нам очень важно в наших дизайнах и в наших разработках находить экономические обоснования, и они должны быть частью наших проектов. То есть когда мы разрабатываем какой-то штучный элемент или работаем с частным заказчиком, все на самом деле просто и понятно. Но когда мы работаем с администрацией, перед нами стоит, в принципе, очень сложная и поэтому интересная задача. То есть мало того, что нам нужно сделать форму, нам нужно сделать экономическую форму, нам нужно думать о том, как это можно реализовать, и думать о том, как еще можно соорганизоваться на этой идее. Вот еще важный кусочек, который я хотел выделить, он как раз, наверное, подходит для Сыктывкара, для северных городов, хотя для Москвы тоже подходит. Если задаться вопросом, зависит ли использование велосипеда от географии, то неожиданно окажется, что климат играет в этом удивительно малую роль. Доля велосипедистов пригорода среди населения всех канадских территорий Юкон граничит с Аляской в 2 раза выше, чем их доля, например, в Калифорнии. В октябре 2011 года журнал Bicycling назвал велосипедным городом Америки №1 снежный Миннеаполис. Не является существенным фактором и топография. В холмистом Сан-Франциско в 3 раза больше велосипедов, чем сравнительно в плоском Денвере. Главный фактор для создания велосипедного города не окружающая среда и культура. Так, во всяком случае, мне представляется, а строго физические моменты. Во-первых, обязателен урбанизм с образцами типичен для города социальной жизни. Как объясняет Джон Пухер и Ральф Бюллер в своем докладе, основные причины, по которым канадцы используют велосипед примерно в 3 раза больше, чем американцы, заключаются в том, что в Канаде выше плотность населения в городах, выше уровень комплексного развития районов, короче, расстояние между объектами и выше расходы на владение, использование и парковку автомобиля. То есть они напирают на то, что нужно сделать использование автомобиля не таким удобным, чтобы люди переходили к другим видам транспорта. И они пришли, что только так можно решить ситуацию. То есть ни в коем случае не расширять дороги, а наоборот постепенно их уменьшать, при этом уменьшать не сразу, а пошаговыми какими-то проектами. То есть здесь кусочек сделали пешеходный, здесь частично перекрывается, тут сузилась проезжая часть с 4-полосной на 2-полосную, добавились и велосипедные истории. То есть именно благоустройство, именно ландшафтная школа, та самая школа, которая у нас в принципе как таковой, я считаю, что нет. То есть, да, несмотря на то, что здесь институт именно выпускает таких специалистов, но у нас именно опыт ландшафтного проектирования очень слабый. У нас есть только советский опыт как бы такого планового какого-то истории, но ландшафты, которые погружаются в среду, ландшафты, которые изучают ситуацию, ландшафты, которые изучают историю, ландшафты, которые изучают потребности людей и отвечает этим потребностям, такой школы у нас нет. И сейчас приходится из литературы, из каких-то опытов набирать эти методики и сейчас строить, в принципе, для себя заново и не то, что заново, а с нуля для нашей территории. Потому что наш опыт все равно будет отличаться от западного. Нам придется здесь изобрести свой подход, но все-таки опираясь на общественную историю. Это обязательно. Это опять же мое мнение, может быть на самом деле это не так, может много людей спрашивают. И хотел показать некоторые примеры этих пешеходных улиц, как раз про которые говорил. Вот это в Америке Бруклин, да, это должен быть это кусочек пешеходной улицы, это как раз это один из самых первых примеров, произошедших у них на территории, когда местные жители сами отстояли этот парк
воевали с администрацией несколько лет и все-таки получили его. То есть это было вот так вот. То есть это еще в 70-х начались эти движения, когда люди поняли, что чтобы получить удобный для себя город, не надо ждать, когда администрация до этого додумается. Только самим организовавшись, можно этого добиться. И вот эта среда, которая так приятна для людей, которые приезжают туда, она создана на самом деле жителями, а не администрацией или не сделана по какому-то плану. То есть это все именно низовые инициативы. И вот они получили такой парк. По дизайну здесь ничего особенного, но факт в том, что здесь есть фонтан, факт в том, что здесь есть площадь, и факт в том, что статистика показала, что они не потеряли, не получили никаких транспортных проблем. Пробок не увеличилось, а только уменьшилось. И уменьшилась даже интенсивность движения, и в книгах они шутят и говорят, вот, а куда делись эти, собственно, автомобилисты? Как это они исчезли? Вот еще раз, как это было. У нас в Москве есть похожая ситуация. Вот другая ситуация. Портленд. То есть была эстакада, теперь это пешеходный бульвар и парк, который точно так же вообще никак не повредил обстановке. Это уже другой пример. То есть то, чего они достигли в транспорте, то, чего нам, слава богу, не светят, у нас свои плюсы на самом деле есть. Мы не дошли вот до подобной ситуации, не потратили столько денег и ресурсов на то, чтобы создать вот такую вот неблагоприятную историю. Но наш минус в том, что мы не попробовали этого как минуса и не понимаем, что автомобиль и расширение дорог на самом деле ничему хорошему не приведут. Они это на себе хорошо почувствовали, разжалев, а нам это сейчас нужно на чужих ошибках понять. Либо тоже вот доводить вот до подобного, прежде чем переходить, это одна и та же улица. Еще примеры. Вот этот вот самый легендарный ручей в Карелии, который центральная магистраль города, перегруженная пробками, была убрана, и на ее место было, как основа города, была взята не широченная магистраль, по которой движется машина, а как основа города была взята культурная территория, ручей, которая возвращала городу туристический потенциал, которая, там еще потом вернемся к этим картиночкам. Вот еще тоже Америка, два кусочка, то есть старый, новый. Это Бродвей. И вот что они получили. Архитектура сомнительная, честно, но самая главная ее функция. Вот опять это Корея. И ту основу города, которую они выбрали, несмотря на то, что инженеры-транспортники протестовали, и то, что это сработало, и город получил экономические возможности, и город получил новые культурные возможности. То есть теперь на этой улице вместо машин происходят всевозможные мероприятия, и основой города стала не магистраль, а основой города становится культура. То, что необходимо, и то, что нужно, в принципе, понять здесь и реконструировать здесь. Потому что, этот город, в принципе, основой улицы являлся. Вот ручей, тот самый, который какое-то время являлся канализацией, и, вот, в принципе, экосистема которого сама восстановилась. И это опять у нас Бродвей. Немножко перепутались у меня фотографии. То есть это как было и как стало. Они имели эстакаду и не побоялись эту эстакаду сделать парком. Этот проект, наверное, вы все знаете. Да. Это на территории бывшей железной дороги, которая проходила эстакада над городом. Но важно в этом проекте даже не то, что уникальный дизайн сделан, а сама история работы с местом. То есть
Они пришли туда, на этот наверх поднялись и узнали, что наверху растут уникальные растения, которые не растут больше нигде в городе. И это стало основой вот этого парка. То есть это был ботанический парк, где они сохранили эти растения, привезли также новые и дали им проявиться. То есть основой для дизайна стало именно изучение места. Основой для дизайна стали вот эти проросшие растения на этой дороге. Вдохновлением для проектировщиков. Ну, я думаю, что показывать этот проект в принципе не стоит, потому что все его наверняка видели. Он один из лучших. И наш пример – это Крымская набережная. Это как раз тоже проект, в котором участвовал и Стрелка, и ребята, которые делали проект развития парка Горького, где они наконец обосновали, что вот этот хлам и свалка на набережной и эта проезжая часть, они на самом деле никому не выгодны. И там теперь павильоны для художников, велодорожки, всевозможные шутихи, там фонтаны, шутихи я их назвал, всякие сцены, скамейки интересные. И это место стало таким же популярным, как парк Горького. Собственно, кафе и другие предприниматели, которые стали пользоваться этой территорией, стали получать прибыль и платить налоги в город. Это выгодно городу, намного выгоднее, чем дороги, которые там были. И в наших проектах тоже нужно об этом не уставать говорить. В чем будет выгода нашего благоустройства? Почему это будет выгодно администрации? Почему это будет выгодно городу? Почему это будет выгодно предпринимателям? Почему не выгодно здесь увеличение дорог, увеличение машин? Вот и все по моей части. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами какой-то диалог повели. Если вы задаете какие-то вопросы, это будет просто. Вопрос, да. Ну, вот обычно же, всегда говорится, как нужно людям-то как донести. То есть что нужно? Надо работать с людьми. Выходишь на улицу, спрашиваешь, что вы хотите. Они не знают, что они хотят. Вернее, не знают, они хотят парковку, если это автомобилист, он хочет парковку бесплатную, чтобы вот было вот возле работы, возле дома, вот только моя. Можно на газоне стоять. То есть или они хотят детскую площадку, обычно вот эта тема, да, или сквер. И все, там третьего не дано. Так и есть. Так сколько, столько много же всяких идей, вот новых имеется в виду, всяких инструментов, как это можно все сделать. Они об этом не знают. Для этого как раз мы включали этот момент с опросом по поводу центра общественного. И поэтому мы и настаиваем, чтобы он появился и в Мурманске, и вообще, в принципе, во всех городах он должен существовать, и даже не один. Для Сыктывкара он, в принципе, город небольшой, должен быть один. То есть центр, и мы спрашивали, готовы вы приходить в этот общественный центр проектирования города, где они как раз могли бы поработать со специалистами, где можно было бы объяснить плюсы, минусы, и в ходе каких-то упражнений до них наконец стало бы понятно, что да, гараж свой ценен, но отказываясь от него, я получаю такие-то, такие-то плюсы. И этих плюсов намного больше. Нужно все равно какую-то работу провести. И у нас был один из пунктов вопроса, то есть готовы вы участвовать виртуально, готовы вы приходить в центр, и готовы вы приходить в культурный центр с детьми, где будут проходить мастер-классы для них. То есть мы в Москве такие проводили для детей. И вот сами они приходить не хотят, но с детьми готовы приходить. И вот если сделать центр правильно решенный, именно центр по работе с семьей, который будет именно как досуговый центр выглядеть, но при этом решать предостроительные вопросы, то люди начнут приходить. И вот здесь уже как раз в форме каких-то игр сначала, в форме каких-то заданий, сначала детских, семейных, потихонечку эту тему для них продвигать. При этом параллельно можно развивать именно вот этот проект со взрослыми. То есть именно комплексно. Не отделяя, не выдергивая только сами вопросы урбанистики, вообще вот этого всего. То есть это семейный вопрос, пусть участвуют дети, пусть приходят пожилые люди, пусть приходят предприниматели, которые тоже должны приходить и участвовать в этом. Это уже тоже классно. То есть ответ на вопрос, действительно, абсолютно они точно так отвечают. Нам нужны детские площадки, нам нужен наш гараж. Вот основные вопросы. И когда они говорят про... То есть тоже нельзя быть уверенным, что
что этот опрос, он достоверный. То есть они могут как бы для того, чтобы сделать приятно, на самом деле, что-то ответить. А если они приходят в центр и начинают работать, это уже не опрос, это уже совместная работа, они становятся соавторами. И это вопросы вандализма тоже и защиты территории. То есть это совершенно уже другой подход. Анкета должна быть просто как замануха. То есть это тот момент, который... То есть на них не надо опираться. На них как проектировщику опираться можно, в принципе, но намного лучше было бы опираться на живое общение. То есть анкеты можно использовать, чтобы получить контакт этих людей, чтобы привлечь их в этот центр. То есть мы рассчитываем все-таки, что вы поучаствуете тоже в этом проекте со студентами, и что все-таки у нас получится хотя бы частично, хотя бы небольшое количество людей, обывателей привлечь, тоже с детьми здесь поработать, хотя бы начать этот момент, запустить этот центр, и чтобы он потом рос, может быть, он найдет уже потом какое-то место, потому что, опять же, вот в Мурманске мы пришли в центр грантов, нам сказали, да, это вполне себе может работать. И одно из экономических обоснований этого центра тоже, то есть специалисты при нем могут также же ведь получать и частные заказы какие-то от этих. Ну, то есть мы за 2 дня работы в Мурманске, вот этого как бы активности, уже получили предложение на дизайн ресторана. Если бы мы задержались, у нас уже была бы работа или строительство. То есть этот центр, он будет выгоден всем. И городу, и активистам, которые будут там работать, они точно как бы не потеряют понапрасну свое время. Это один вопрос. Есть еще какие-то вопросы? У меня есть вопрос. Вот все примеры, которые мы сейчас посмотрели, они очень удачные, но они отличаются от наших тем, что они существуют вне жилого пространства. То есть рядом нет прям жилых домов непосредственно. А наша пешеходная зона, она прилагается как раз таки к непосредственно к домам. На самом деле есть. Они все сделаны, просто эти примеры последние, которые мы смотрели, это примеры больших городов. Поэтому кажется, что это не жилое пространство. На самом деле все это жилье. И там находятся жители. А у нас здесь просто немножко другой масштаб. И есть примеры и малые, просто, наверное, напрасно я их не представил. Они в Москве есть уже небольшие решения. Вот договориться с жителями, которые будут против ресторана, например, или скамеек тех же самых. Достаточно странно, что жители будут против скамей. Жители против скамеек часто. Говорят, Там, говорит, хулиганы что, будут сидеть. Да, хулиганы ночью все будут гулять по площади, да, играть на гитаре. Значит, нужно как-то их увлекать, этих жителей, тоже в этот процесс, и объяснять, почему это нужно делать, почему как бы, хулиганы там не будут сидеть, и почему это в целом полезно для города, значит, полезно для них. Да, нужно создать им для этих плюсы, нужно начать с ними вместе работать. Можно вообще привлечь и сказать, хорошо, ладно, скамейки не надо, давайте мы начнем с вами сейчас думать о парковках. И вот вообще давайте вот мы с вами разработаем то, как вы считаете нужным, что здесь должно быть. И уже в процессе работы им уже можно подать, дело же не в том, что мы вбили себе в голову и думаем, что тут должна быть пешеходка, должны быть скамейки. Нет, это должно отвечать запросам. Если это действительно не нужно жителям там, и мы это выясним, то, может быть, и не надо. Правда, как бы не стоит это для города делать. Но это все-таки центральная улица. И, по-моему, сколько там не все жилые дома ограничены с территорией. Поэтому можно как-то зонировать, ну хорошо, рядом с жилыми домами не будем делать скамейки. Сделаем, наоборот, там больше зелени. Сделаем какой-то объект или еще что-нибудь. Может быть, что-то для них они захотят там получить для себя. Просто не фонтанчик себе хотят или еще что-нибудь. Да, то есть начать с ними какую-то историю. Даже хотя бы без скамей просто. Чтобы они уже просто начали делать благоустройство, но они потом сами скамейки предложат. И сами даже дизайн спроектируют. Нужно будет только им помочь. То есть, по сути, тот же самый вопрос. Вот. И та же самая проблема, да, которая... Потому что это самая такая проблема, которая стоит. Вот, люди не понимают этого. И когда говоришь, вот, ну, я часто говорю, что нужно как свою линию гнуть, да, вот и гнуть, говорить, что вот автомобиль это плохо, а они все это утверждают, как, надо расширять дороги. Негде ездить, вот с выпученными глазами. То есть, если каждому это объяснять, например, у меня нервов не хватает, я начинаю ругаться через 2 минуты. То есть мне нельзя с людьми общаться вообще на эту тему.
Но тот же колледж не только дизайном занимается, они еще занимаются рекламой и делают ролики. То есть у них как раз вот этот опыт правильного донесения информации, он есть. И в принципе как раз тоже вот его нужно строить. То есть Вот может какие-то вот просветительские смыслы да, не... социальная реклама это называется, Да. которая доносит как-то до людей, то есть в виде каких-то образов, еще чего-то, то есть привлечение к этому вопросу внимания, а дальше уже постепенно как-то доносить. Можно у меня вопрос? Да? Вот да, по поводу вот Сыктывкарской планируемой пешеходной улицы. Была ли возможность у вас вообще изучить ее и на карте города, и насколько вы считаете вообще удачной идеей именно в этом месте в Сыктывкаре? Ну, я вот опять вернусь к этому моменту. То есть я изучил старый город, и эта ось, это была основа города. То есть то, что так называемая улица коммунистическая, она называлась улица... Как? Трехсвятительская, да. То есть она к 3 храмам была, да, поэтому так называлась. И она была заложена теоретически и практически как основа города. Это и был ее костяк, как бы культурный. На этой улице все строится. То есть это есть основа города, ее центр. И чтобы, ну что из себя представляет пешеходная улица? Это именно улица как бы культурная, улица для центра, улица благоустроенная. То есть это именно то, что должно делаться в центре. На самом деле делать ее на окраине не совсем логично. То есть это хорошо по благоустройству, они на окраинах должны появляться, там тоже людям должно быть комфортно ходить. Но в первую очередь подобные решения должны делаться в центре города, потому что это становится его основой. Когда основой города, ну, как, по крайней мере в литературе пишут, становится культурная составляющая, город развивается. И развивается экономически, как нам обещают специалисты. Ну, мы на них пока только можем ссылаться. Ну, по крайней мере, я не обладаю таким количеством опыта. И мы в России на самом деле не обладаем. Обладал только Глазычев, но он умер уже. Да и то небольшим. Мы можем опираться пока только вот на теорию. Но мы обладаем опытом обратным, что увеличение дорог, что отсутствие скамеек, отсутствие общественного пространства далеко не способствует безопасности. То есть, когда нет вот этих глаз общественного пространства, там как раз и будут появляться нежелательные элементы, там и будет появляться криминал. А когда есть кафе, когда есть какие-то места, где собираются люди, они являются тем самым элементом контроля безопасности намного более эффективным, чем камеры или полицейские. И это тоже не раз описано в литературе. Это как бы мои соображения. Потом мы делали опросы на этой улице, то есть мы в принципе опрашивали людей, которые находились на улице, которые находились на площади, которые находились в парке. Они тоже, по крайней мере, на анкетах подтвердили все-таки на 80%, наверное, может даже чуть больше, на том, что им нравится эта идея, они считают это целесообразным. По сути, мое мнение вообще не так уж важно. Важно как раз, что из себя представляет ситуация. То есть я как бы говорю не свое мнение, я говорю за ситуацию. Что представляет мнение жителей? Ну, и было очень хорошее исследование, сделано, девочки сделали просто супер исследование маркетинга, которое тоже объясняет, почему это должно быть. Они подсчитали и машины, и жителей, и там очень хороший короткий текст, понятный. Сейчас можно попытаться. Не получится, нет интернета, но с ним тоже нужно все-таки ознакомиться. Да, именно эта улица должна быть, если может быть не конкретно этот отрезок, можно начать с нижнего, но начинать благоустройство нужно как раз с центра. А центром и является улица Коммунистическая. Пожалуйста, еще вопросы. В аннотации было сказано, что такой вопрос, как избежать вандализма. Можете поделиться своим опытом вообще, как обстоят дела с этими? Ну, это, опять же, не мой опыт, хотя, наверное, часть мой тоже опыт. То есть у нас вообще наследие Советского Союза, поэтому у нас вандализм. То есть нам навязаны вот эти площади, нам навязаны вот эти формы благоустройства, которые у многих людей вызывают даже отрицание, как борьбу с этим режимом. То есть нам говорят, должно быть так.
То есть вот такие вот должны быть скамейки. Вот значит, вот здесь должна быть такая тропинка. Но это полный идиотизм. Неудобно ходить так. У нас сколько вот этих протоптанных по газону. И, собственно, вандализм он происходит от того, что людям навязывают что-то извне, им абсолютно неподходящее. И логичным будет решение вандализма именно в том, чтобы давать людям ответ. А еще более логичным, именно, опять же, тот же самый вопрос, именно участие людей. То есть, когда человек становится соавтором идеи, хотя бы частично, хотя бы сочиняя сценарий, это уже не просто какая-то внешняя скамейка, а это его продукт, это его детище. А художники, они очень ревниво относятся. Даже если он чуть-чуть художник, и хотя бы частично соавторы этого благоустройства, он мало того, что будет сам не будет там заниматься вандализмом, будет препятствовать вандализму. Поэтому как раз вандалов нам тоже нужно привлекать. Всех же не привлечешь. А граффити как-то с ними рисовать тоже. То есть вот всех не привлечешь, конечно, сначала. Но абсолютного совершенства его в принципе не существует. Есть просто, да, какие-то... Мы хотим двигаться все-таки в другую сторону. Это еще один вопрос. Ну или о сопротивлении местных жителей, это понятно, там, государственных органов. Что, например, насчет там, там, предпринимателей, бизнесменов, там, да. насчет торговых центров? Они... Нет, ну как? Даже скорее малых предпринимателей нам нужно привлекать. Потому что большие торговые центры, они в принципе вообще в малом бизнесе особо не заинтересованы. У них есть свои центры, они хотят, чтобы у них снимали площадь. А нас интересуют малые предприниматели, начинающие предприниматели, то есть даже такой развивающийся бизнес. То есть вот этот вот европейский подход, когда у них улицы просто переполнены всевозможными разными историями. Бесконечные магазинчики, кафе, какие-то элементы. А что даст этот небольшой кусок пешеходной улицы для города? Ну, сейчас получается бесполезно, да, как это используется? Может быть, стоит ее сделать еще больше? Еще Да. большую дорогу? Ну да, Да, пешеходную вот улицу, еще может, ее более расширить как-то не вот так, как сейчас планируют, да, активисты и общественники наши. Может, сделать нужно что-то еще более Мы можем масштабное. представить ее, более масштабно, а куда более масштабно? Вниз. Ты- Вниз к парку. Ну, вообще, вниз к парку это нереально, потому что на Советской перекроется, да? Почему? Нет. Не, ну Советская остается дорогой, под советской делается. Собственно, у нас это тоже один из пунктов вопроса был. Мы задавали людям вопрос, есть ли в городе туристический потенциал, они все говорят, нет. Мы говорим, ну вот вы представьте, вот здесь вот эта ось. Значит, вокзал, улица Коммунистическая, торговая часть, площадь и далее пешеходная улица по старому городу, по которому приятно идти, потому что здесь дома, мимо которых можно идти медленно, где как раз может быть расположено очень много всякого частного бизнеса. В одном этом доме, где ресторан Спасский, может где-то 5 заведений быть открытых на улицу, и они все будут прибыльны, если там будет запущен этот локейшн. А здесь просто сделать пешеходный переход под Советской. И они говорят, да, значит, туристический потенциал все-таки есть, если вот так вот. То есть, опять же, если людям как бы это говорить. Я забыл вопрос, пропустил немножко. В смысле того, что глобально больше. Да, конечно, глобально больше, но... Если брать маленький кусок, что он дает сейчас? Это первый шаг. Это такой же первый шаг, как просто хотя бы вот даже фестиваль из себя представляет. Это уже дорога вот именно к глобальному развитию города. Только маленькими такими шагами можно прийти. И вот этот глобальный какой-то глобальное направление этого там проекта благоустройства города, который может появиться в этом общественном центре, он все время должен меняться. Тем более сейчас вообще не обязательно печатать на бумаге. Виртуальная модель, она не обязуется быть статичной. У нас появились новые данные, проект изменился. Появились новые данные, проект изменился. Появились новые предприниматели, новые идеи, новые расчеты. Проект меняется, меняется, меняется. И цель это не в том, чтобы реализовать какую-то свою идею и получить эстетическое удовольствие, к чему стремятся даже не все художники в основном, а цель в том, чтобы сделать благоустроенный город, то есть как бы перейти создать именно саму среду, от которой все выигрывают только. И самые проектировщики тоже, потому что, как я вижу для себя, я получаю интересного заказчика. То есть администрация, в основном, когда я с ней работаю, они ставят рамки дешево, сердито, и я, в принципе, даже понимаю, что в основном проекты нужны просто для отчетности. Они показывают проекты, получают на это проекты бюджеты, а потом эти проекты непонятно как делаются. Я не заинтересован не контролировать эти проекты, и не допускают архитектора это делать, контролировать.
То есть нас как бы держат на таком, на расстоянии. А работая с жителями, мы имеем возможность, проектировщики, как раз таки наконец реализовать эстетический потенциал. То есть то, почему уже изголодались художники, проектировщики здесь. Нам просто не хватает нормальных заказчиков, а их нет в администрации. И это для всех ландшафтников основной будет вопрос, потому что это не частная цель тоже. Нам нужен правильный заказчик, а правильный заказчик – это организованное общество. Поэтому ландшафтникам нужно быть еще и социологами, и маркетологами тоже обязательно. Если только они не занимаются каким-нибудь там придворовым, там, я не знаю, приусадебным. Что тоже, кстати, неплохо. Вот это ответ. Можно еще вопрос? А какие у нас есть города, ну, вот, с позитивным опытом вот, всей этой истории? То есть, ну, исключаем Москву, там, Санкт-Петербург, там, Московскую область. Вот, да, большие города: Москва, Петербург, Екатеринбург. Томск, я просто... Да. Вообще есть. Есть вот эта книжка Лазачева, и вот все города, где он был, они все имеют этот опыт. Даже не в организации пешеходных улиц как таковых, а именно в организации сообществ и влияние на урбанистику, на развитие города. Потому что у него была отработанная методика, которую он много раз наработал. И опять же, как говорил мой учитель, потому что был 95-й год, когда это было более возможно. Сейчас пугают меня, что это невозможно, но мы все равно это делать будем. По крайней мере, даже в Сыктывкаре это более возможно сейчас сделать, чем в Москве. В таких удаленных городах. Потому что, во-первых, вы республика все-таки. То есть вы уже не совсем относитесь к Москве, вы можете свои какие-то условия диктовать. Потом это достаточно далеко, чтобы здесь самоорганизоваться. А в Москве это все достаточно сложно. Потому что как только они слышат про вот эти вот самоорганизации, все, как-то сразу администрация теряет к нам интерес. Вот. Сейчас у нас есть там движение общественных слушаний, но я вот тоже вот все никак не пойму, фикция это или нет. Опыт покажет. Сейчас мы в основном работаем над инструментом, вот, не подобным, как в Мурманске, только для Москвы. Кстати, он бы тоже вам не помешал. В принципе, сейчас думают о том, чтобы это был бы как свободный код вот этой программы, как активный гражданин, только не просто с кнопочками, а программа эта должна позволять формировать сообщество. То есть она должна работать с границами участков, с районами и собирать людей по проблемам. Давайте я все-таки немножечко дополню лекцию, расскажу об этом инструменте. Мы просто домысливали сами о том, как сделать более эффективным вот это вот электронное устройство, которое позволяло бы объединяться жителям через мобильные приложения. И все кончилось тем, что мы пришли, у нас в Москве есть такой центр Сахаров, то есть они вроде бы как бы помогают, значит, активистам. И мы были на открытии какой-то группы, они долго говорили, значит, мы вот как раз помогаем городским инициативам, мы выделяем деньги, у нас все есть. Мы их выслушали так внимательно, и потом сказали, у нас есть проект, вот, собственно, вот прям вот отвечает вашим моментам. И как-то у них сразу все возможности для нас подевались. Вот. То есть это как бы то, что существует, методика, да, то есть мы на карте, на мэпе ставим точечку и можем поставить там комментарий и таким образом сохранить предложение. Но это не структурировано. То есть вот как мы все структурировали в Мурманске с этими раздувными кружочками, но это все равно это подходит для очень маленького города. Для Сыктывкара, может быть, подойдет, да и то он уже, в принципе, достаточно большой для этого. И есть такие вещи, называются кадастровые карты. Они доступны, они не являются секретом. Это границы участков. И можно интегрировать эти границы в эту мэппинг-систему, и она будет объединять людей, которые делают запрос
в рамках вот этого самого... слушайте, я показываю здесь, значит, картинки, а там какая-то история. Давайте. Я не вижу просто, что происходит на этом мониторе. Вот, то есть это тот самый мэппинг на мобильном приложении. Мы ставим точечки, оставляем. Это вот карта Мурманска. Так выглядят в интернете эти самые кадастровые карты. То есть у нас есть карты районов, у нас есть карты городских участков и есть карты домов, то есть прилежащих участков. То есть если я, допустим, тыкнул какую-то проблему в микросообществе, там в доме, нужно сделать детскую площадку. Программа сама меня определит, в каких границах я нахожусь и к каким жителям мне еще нужно обратиться, чтобы собрать определенный процент, чтобы моя идея прошла. То есть эта техника должна упрощать соединение людей. То есть ты можешь найти сразу, кого тебе нужно привлечь по этому вопросу. Допустим, городское сообщество тоже понятно, да, в пределах города тебя ориентирует. Вот мы делали тогда для спонсора, для Патриарших прудов. То есть это уже микрорайон. То есть это масштаб микрорайона. Я тыкнул на озеро, и я понимаю, в рамках каких границах вот этот вот кусочек желтенький, на самом деле не такой большой на карте, жителей которых мне нужно привлечь, чтобы что-то на этом районе изменить. Допустим, у нас на Пасху делали везде такие яйца, которые стоили бешеных денег. Так вот, люди вот этого района, они объединились и сказали, что нам эти яйца не нужны. Собрали подписи и отменили все это благоустройство, просто потому что они не хотели, чтобы им портили их территорию. Потому что это правда кошмар. А благодаря такому устройству было бы намного легче. Ну и вот дальше вот мы как раз говорили о том, что это устройство должно также автоматически формировать техническое задание для проектировщика в той форме, как оно существует, в виде вот этого документа. То есть оно сразу должно выдать ту таблицу, которая уже будет являться эффективным юридическим документом. То есть люди оставляют комментарии, а программа сама собирает их в сообщество, и сама собирает документ, который уже можно нести проектировщику. И это техническое задание уже можно нести в администрацию или давать частному проектировщику. Ну и, собственно, вот мы получаем там проект этот комментируется, опять же, в мобильных приложениях, и в итоге мы получаем эффективную среду. Вот такой инструмент, пока только в теории. Вернее, даже дополнение к инструменту, уже существующему, вот как бы с использованием кадастровых карт. Это тоже вопрос просто, как можно привлекать людей, как их можно собирать, то есть использовать какие-то мобильные приложения. Вот у нас есть такая штука, это в принципе свободный код. Если есть ребята, кто интересуется IT, или есть какие-то айтишники здесь, я готов поделиться вот этим вот разработкой, чтобы как-то совместно действовать. Есть айтишники в Орле, которые были в Мурманске, там тоже ребята хотят этим заниматься. Но опять же, все это в свободное время делается, свободного времени мало, поэтому это все растянуто. Но как только у нас появится хоть какой-то бюджет, естественно, он тоже будет на всех участников открыт. Вот, так что, если есть желание, присоединяйтесь или как-то там добавляйтесь через группу, там, может, отслеживайте, может, кто-то там, кого-то из друзей порекомендуете. Можно больше такой вопрос. Хотел поинтересоваться вот, из представленных примеров. Я видел у вас в основном, что заказчик муниципальной власти, по-моему, благоустройство в городской среде. А есть ли примеры, вот, что именно коммерческие проекты? У нас вот приведу пример, у нас года 3, может 4 назад, что-то объект кадастровой карты, там также граждане нашего города выбирали наиболее проблемные места. И там первое место занято как раз сделать проход между двумя торговыми центрами у нас, между Июнем и Макс получает. И вот, например, выйти конкретно на вот эти два торговых. Вот это нам надо научиться делать. Нам надо научиться делать экономические обоснования, чтобы привлекать не только примеров. Нет, на самом деле, у нас примеров нет. Нет, подождите, как нет примеров? А не скучные парки, платформы в Москве. Это пример частного как раз предпринимателя. Это не государственное заведение. Это был хозяин парка, который поверил этим молодым людям. То есть они смогли эффективно произвести на него впечатление, но они действительно сделали красивую презентацию, они вышли, выступили. Мало того, что это не просто были молодые люди, у них за спиной был бренд «Стрелка», который их поддерживал. Без этого бренда они тоже бы не прошли.
И таким образом они смогли повлиять на предпринимателя. То есть есть пример. Есть примеры, их, конечно, не так уж и много, но они как раз таки самые лучшие. Потому что если это только муниципальные средства, и только муниципальный заказчик, благоустройство не будет качественным никогда. Если там нет интереса жителей, нет интереса предпринимателей. Ну, вот на примере большого города, а у нас, как думаете, возможно? Ну, я уверен, что возможно. Во-первых, потому что даже здесь проще будет организоваться, потому что город меньше. И опять же, это все-таки статус столицы имеет. То есть нужно подавить на эту часть. Плюсов достаточно много. Но опять же, мы забегаем вперед, сейчас мы должны проделать некую работу, то есть найти обоснование, найти экономические обоснования, постараться привлечь и инвесторов и подготовить такой пакет, который для них приятен, для них понятен. Да? Есть еще что-то? Я присутствовал в центре культурных фигур, там мероприятие было посвященное теории струн. И в общем, попалась такая интересная информация, связанная как раз с нашим городом по поводу инвазивных культур, которые, в общем, паразитные, даже борщевик и так далее. В общем, Институт биологии занимается сбором информации об этих культурах, которые окружают город и от которых надо избавляться. В принципе, у них уже структура налажена, заходил на их сайт, зарегистрировался, там провал фотографии, где находится вещение, как он поражает территорию, окружающий город. Да? Но, в принципе, у них как бы уже получается база есть, которую можно поднастроить под наши нужды урбанистики. То есть можно туда забивать информацию. Айтишная база? Да, айтишная база, которую можно подкорректировать и, в принципе, использовать на наши нужды. Где какие свалки, как что улучшить и прочее. Просто как комментарий. Может быть, даже кто-нибудь из них заинтересуется таким расширением. Я пока контакты взял с Институтом биологии, поскольку я занимаюсь здесь в колледже культуры, в колледже искусств инфографикой, и мне база информационная интересная как с точки зрения графики, поэтому я в дальнейшем планирую с ними работать, может быть контакт какой-то наладится, как-то это структурировать. Для ландшафтников этот инструмент будет просто идеальным помощником, его надо сделать обязательно. Хотя бы для начала как учебный тест, потом уже настаивать на том, что он должен обязательно использоваться и административными проектировщиками. То есть даже можно таким образом на них влиять, уже не непосредственно напрямую, а вот прямо через программу. Вот, видите, бесспорно. Программа не врет. Что, наверное, все, да? Вопросов нет больше? Спасибо вам.